Добрый день, дамы и господа. Я приветствую вас от лица Технополиса Химград. Технополис Химград вместе с Технопарком «Идея» является соорганизатором ежегодного инвестиционного форума бизнес-лидеров инноваций для бизнеса уже второй год. И это не случайно, потому что и Химград, и Технопарк «Идея» являются активными участниками и составными кирпичиками той инновационной инфраструктуры, которая комплексно создается у нас в республике. Поэтому тема для нас, что называется, является самой насущей. И вы знаете, я для себя заметил одну такую вещь, не первый год занимаясь непосредственно инновациями, что две противоположные тенденции сейчас намечаются. С одной стороны, про инновации говорят везде, на всех уровнях, просто уже оскомину набило, что вот везде инновации, вот мы должны внедрять, должны их создавать, что другого пути у России для того, чтобы сойти с нефтяной и газовой иглы, нет. И это понятно, но уже в некоторых частях это уже становится даже как бы перебор. С одной стороны. Поэтому вроде бы все мы говорим об инновациях. С другой стороны, если реально так подумать, то мало кто для себя полностью представляет, что это такое инновации, что такое система внедрения инноваций. А те, кто представляет, каждый для себя внутри думает о ней что-то свое. Мне кажется, это отчасти из-за того, что система внедрения инноваций, она охватывает многие стороны нашей жизни. Начиная, в принципе, система инноваций начинается со школьной скамейки, с того, как мы готовим наших детей. И дальше через вузы, вместе с фондами, с бизнес-ангелами, с предпосевными и пассивными фондами, с биржами инновационными, как NASDAQ и New, который у нас создается на РТС, с инновационными площадками, такими как Технопарк и Технополис, и с нашими промышленными предприятиями, которые являются и потребителями продукции инновационной, и производителями ее. Все эти стороны нашей жизни должны быть охвачены инновациями для того, чтобы наша экономика по-настоящему считалась, что называется, инновационной. И тут важны также две составляющие. С одной стороны, это наличие физической инфраструктуры, то есть наличие всех этих кирпичиков, из которых складывается инновационная инфраструктура, да, как я сказал, и вузы, и фонды, и банки, и Технопарк, и Технополис Химград, который дает условия для быстрого старта. На 130 гектарах земли в Казани мы создаем условия для того, чтобы в течение месяца-двух можно было запустить свое производство, провести исследования, провести испытания продукции, организовать сбыт продукции, новой продукции. И на сегодняшний день у нас больше 120 резидентов компаний уже занимаются производством. Поэтому, с одной стороны, как я сказал, важно наличие этой инфраструктуры физически, а с другой стороны, важно, чтобы у нас произошел какой-то переворот в головах, чтобы инновации были у нас в мозгах, для того, чтобы мы не боялись рисковать, для того, чтобы мы не считали человека, который начинает новый инновационный проект, и если у него не получилось, мы не должны считать его неудачником. Мы должны считать, что он набил шишек себе, у него есть опыт, он начнет новый проект, и он будет успешным. И на самом деле можно назвать, наверное, культом инноваций или культурой инноваций. Сегодняшнее мероприятие, сегодняшний наш форум, мне кажется, он как раз и содействует такому перевороту в наших головах. Если сегодня и завтра по результатам форума сможет реализоваться, сможет зародиться хотя бы один новый инновационный проект, или кто-то из здесь присутствующих найдет для себя инструменты или контакты для того, чтобы реализовать существующий проект, я лично буду считать, что форум у нас прошел успешно. Спасибо.